Специальная военная операция показала, что вопреки товарно-денежным отношениям, разрухе в 90-е и беспощадного гламура в нулевые, в России есть мужчины, у которых имеется представление, что такое долг, честь, родина. Один из них сегодня у нас в студии, это Эдуард Менелбаев, командир 2-го взвода 6-й роты, младший лейтенант. Эдуард, здравствуйте. Здравствуйте. Вот я уже сейчас сказала о том, что есть мужчины, у которых есть представление о том, что такое долг, родина, честь. Вы один из них. Пришло время именно показать значение этих слов на деле? Да, безусловно, конечно, это, во-первых, должно сыграть в груди. И вот этот нацизм, который он сейчас есть, его надо истребить до конца, продлить, так скажем, путь наших дедов, закончить, зачистить. В свое время они пощадили, так скажем, оставили их и до конца не уничтожили. Как вы приняли решение отправиться на СВО? На СВО я принял решение, я работал, когда получил травму на работе, ушел на больничный. И в этот момент, как раз в феврале это все началось, и в этот момент я долго думал, пока был на больничном, и решил для себя, то, что я здесь живу спокойно, ем, пью в тепле, а там мирный житель погибает, страдает, без воды, без хлеба. И это я сейчас прошел и понял, это тяжело, а это маленькие дети. И вот и для меня вот это сподвигло, и я из-за этого оказался там. Сейчас вы уже пообщались с мирными жителями, вот как они вас воспринимают? Добро относятся к нам, добро, серьезно. Подходят, бывают дети, приезжаешь, машут обязательно, бегут за машиной рядом. Ну, это приятно очень, когда встречают так тепло. Бывает, даже пытаются принести что-то, угостить там. Последнее свое отдают, так скажем. Вот. Ну, соответственно, возьмешь, отдаешь больше им потом. Они удивляются, в шоке. Вам это нужнее и так далее начинает. А нас республика обеспечивает очень хорошо. Как бы нам все этого хватает, даже делимся с мирным жителем. Все-таки у вас была бронь, и тем не менее вы пошли на СВО. Потом в какой-то момент не пожалели? Нет, ни в коем случае я не пожалел об этом. Ни в коем случае. И да, у меня была бы бронь, по сути, но я для себя решил это. И не жалею то, что я это решил. Я приобрел себе семью большую там. И вот по сей день мы держимся друг друга, поддерживаем друг друга. И будем поддерживать друг друга. Но у вас есть семья и здесь. Как они отнеслись к вашему решению? Ну, испугались, конечно, поначалу, но они меня полностью поддерживали в этом. Они не показывали изначально, как им тяжело и страшно. Вот. Они меня поддерживали, но когда настиг тот момент, когда мы погрузились, так скажем, в автобусы и поехали, тогда я увидел, как они испугались за меня. Ну, они всегда поддерживают меня, и это очень сильно, тепло, хорошо. Я чувствую эту поддержку, и, как это сказать еще правильно, это очень тепло, это реально помогает, отвлекаешься. Но не часто удается, наверное, общаться с ними, когда вы находитесь в зоне СВО? Ну, не часто, да, бывает, месяцами пропадаешь. Ну, а как возможность приходит выйти на связь, обязательно. Ну и то и бывает, коротко общаешься, потому что времени мало. Надо успеть со всеми пообщаться. Некоторые даже бывает умудряются обидеться, то, что не написал, не позвонил. Ну, просто не успеваешь. То есть вы не только самым близким звоните, вы всех родственников? Всех родственников обзваниваю, да. Кого могу. Ну вот был такой момент, когда подписали контракт. Угу. А потом уже отправились, вот вы сейчас говорите, отправились в автобус, сели в автобус, погрузились. Ваши родные вот в этот момент уже поняли, да, что все, вы уехали на СВО. Для вас, когда специальная военная операция приобрела реальные черты? Когда погрузились мы в автобус, и я увидел вот эту тяжесть у родственников, ну, то, что тяжело и страшно им. Для меня это тоже было тяжеловато видеть их грустно, слезы ихние.
Но сейчас они мной гордятся, очень сильно гордятся. И когда приезжаю сюда, они очень рады и уже отпускать не хотят. Уже прям это в открытую показывают, не хотят отпускать. Но у меня и там семья появилась, и приходится, не то что приходится, и даже есть желание такое вернуться туда, к своим ребятам. Я, считаю так, то, что они все равно ждут поддержки от меня какой-то. Мы одна семья большая там. И каждое звено, оно состоит из нас. Вот. Одного звена нету, считаю, уже тяжеловато держать это звено. Как удалось, вы говорите, семья, и уже не раз об этом говорили, вот как удалось притереться? Тем более времени не так много. Вот именно это все быстро происходит там. Прям моментально. Ты с ним в одном блиндаже. Кушаешь с одной тарелки, пьешь с одной чашки, так скажем. Прикрываешь друг друга. Тыл. И вот она, семья, происходит. Здесь вот, так скажем, допустим, дружба, да, вот, она как-то притирается, время какое-то идет. А там это все мгновенно происходит. Человек там полностью открывается друг другу. Мы там друг другу сразу открываемся и видим, кто есть кто. Но ведь в семье не без них? Есть такие, конечно, есть, но их просто держишь на расстоянии. Как бы не подпускаем близко. Держим на расстоянии. К чему нужно быть готовым, когда отправился на спецоперацию? Морально надо быть готовым для себя, чтобы ты понял, осознал, куда ты едешь на самом деле. Не так просто там посмотрел фильмы, вау, мы победили, да, все так легко просто. Нет, морально надо готовиться. Морально, физически очень тоже надо готовиться, потому что чем глубже ты окопаешься, тем больше шансов ты выживешь. И смекалку надо включать тоже. В какой момент вот вы освоились? В момент, если честно, мы когда туда приехали, у нас было слаживание. После слаживания мы, когда пересекли ленточку, так скажем, не все мы еще осознавали, насколько и куда мы попали, по большому счету. Для меня там даже, так скажем, выход и прилет, мы не понимали, что это. Что такое выход, что такое прилет. Мы как дети, так скажем, выход услышали, мы смотрим, куда, что летит. А в этот момент надо ложиться. Чем ближе к земле, тем больше шансов выжить. Вот. И после первых обстрелов, так скажем, я тогда осознал, куда я попал и что надо делать. Инстинкт самосохранения сработал, так скажем. Вы, конечно, говорите о том, что вы хотите туда вернуться. Я вам верю. А вот тогда, как в первые моменты, не было желания вернуться обратно? Страшно же. Нет. В первые моменты, так скажем, когда ребят 300-ло ранило и 200-ло, было тяжело. Вот как сейчас вспоминаю это. Было тяжело и непонятно, что делать дальше. Но мы не растерялись, так скажем. Не растерялись, взяли себя в руки и пообещали добить их. Вы сейчас очень оперируете военными понятиями, да, я имею в виду, что где-то нужно, чем ниже к земле, тем больше шансов выжить. Вы говорите о том, что прошли боевое слаживание, а у вас же за плечами, в принципе, только срочная служба, правильно я понимаю? Да, все верно. Только срочная служба. До этого у меня боевых действий никаких не было. Как вам удалось быстро освоиться, быстро притереться, понять все эти тонкости военного дела? Я думаю, воспитание, так скажем, детство не сладкое было. Чуть тяжеловато, конечно. Росли мы без отца, семья моя. И вместо отца я оставался. И вот, возможно, это воспитание. Сейчас вы уже командир. Да. Несете ответственность за своих? Конечно. Накладывает это отпечаток какой-то еще больше?
Ну, это большая ответственность, так скажем, ты берешь те приказы, которые ты должен ответить за эти приказы, и как бы каждая малейшая твоя ошибка, это потеря твоего, не то что подчиненного или солдата, во-первых, это потеря твоего близкого человека. Вот это большая ответственность. Вот я считаю, все шаги надо предусматривать наперед. Вот, возможно, из-за этого и я стал командиром, наверное. Так выбрали. И ребята меня выбрали сами. Я оставался за ротного. Тоже был момент. И вот после этого и ребята просили, давай оставайся командиром и так далее. Я говорю, нет. Я говорю, есть специальные, обученные люди к этому. Но я не тот человек. Ну, все равно выбрали меня. И вот по сей день пока командир. Ощущаете поддержку республики? Да, очень сильную, очень сильную. Поддержку мы ощущаем. Все, что нам нужно, все приходит. Все доставляется, все доносится, письма, тепло. Все, что необходимо, все приходит нам. И даже другие подразделения, бывает, приходят и просят у нас поддержки. Соответственно, мы делимся, конечно. Едой поделимся, то, что нам гуманитарка отправляет. Также теплыми вещами поделимся. Вот. Это самая первая необходимость, там, теплые вещи вот на данный момент. Сейчас дожди там сильные. Вот, вот что-то надо против дождей, вот такие вот моменты. Ну, это все доходит, как бы, все отправляется. Список делаем, список отправляем. И все, что по списку отправляли, все приходит. Причем чувствуете поддержку не только властей, но и всех жителей республики, да, вплоть до детей? Да, да, вот письма, когда детские приходят, в окопе сидишь, когда время вот нашлось у тебя, достанешь это письмо и сидишь, читаешь, и слезу не можешь удержать, вот на самом деле. Это так приятно, это так тепло, и слезы вот у меня сохранились письма, но они остались у меня там за ленточкой, и как бы не успел я привезти, потому что меня эвакуировали, так скажем. Вот. Я хотел бы вот эти письма, которые я сохранил, найти этих детей и лично пожать им руку и увидеть их. Ну, дай бог, придет время, это я сделаю. В нашей стране, в республике, разумеется, тоже всегда уделяли особое внимание именно патриотическому воспитанию. Но вот пришло время, когда именно патриотизм доказывает на деле. Вот как вы думаете, что нужно сделать для того, чтобы в стране усилить патриотизм? Усилить патриотизм? Ну, я думаю, надо начинать со срочки. Вот он ушел на срочку, и чтобы они занимались реальными вещами, так скажем, там. Стрельба, вот это спорт, чтобы он у них в груди почувствовали они это, то, что вот, он воин, он может, он сделает. И, соответственно, не забывали наших дедов, которые, благодаря им, которым вот мы живем, растем. Вы были ранены, но все равно хотите вернуться. Но у вас еще и, тем более, ребенок родился, да, пока вы были в зоне СВО. Да. Все равно хотите вернуться. Да, ну тянет, она тянет туда все равно, как бы. И там тоже семья образовалась. И, не знаю, это словами как бы не описать. Это надо почувствовать, наверное, я думаю, так. Вот. У каждого в свое время, так скажем, она приходит, и он понимает это, что ему надо. И вот настал тот момент, когда у меня сыграло. И я решил для себя и поехал. И вот сейчас я хочу, да, вернуться обратно туда, к своим ребятам, поддержать их. И мы вместе ушли, мы вместе должны вернуться. Ваша мечта? Моя мечта? Быстрее бы это все закончилось. И мир над головой, чтобы у всех был. С чем я сейчас больше, наверное, говорю о том, что какой исход вы видите? Победу. Я вижу победу. И многие начнут бежать
обратно к нам проситься. Ну, я считаю, это как мое мнение, простить предателей невозможно, которые убежали от нас и знают то, что будет победа за нами, будут бежать к нам обратно, но прощать таких нельзя. Ну а что бы вы сказали тем, кто думает сейчас, пойти добровольцем или нет? Тем, кто думает, пускай они думают, это хорошо. Не так просто вот, пойду я там посмотрю, там, что там творится. Пускай он это все взвесит, очень хорошо взвесит. Если от проблем туда ехать, так скажем, есть такие там, которые от проблем туда поехали, то это не выход. Не выход, потому что такие люди не возвращаются. А кто вот думает, реально думает, пускай он думает хорошо, все взвесит и подготовится морально и физически. А мы встретим, поможем, подскажем, как действовать дальше. Поменялись ценности у вас сейчас, вот по истечении этого периода? Да. Очень сильно поменялись. Мне даже товарищи, близкие, друзья, родственники говорят, очень сильно изменился. Стал как-то спокойнее, грамотно осуждать вещи. Ну, я это сам замечаю и чувствую, то, что изменился. И смотреть на мир по-другому начал. Даже есть такой немножечко этот момент, вот, когда по городу ходишь, идешь, смотришь, и вот смотришь на этих вот парней, которые сейчас волосы там чуть ли не по попе, сигареты во рту, весь обколотый, там, и не понимаешь его. Вот я таких сейчас не понимаю, если честно. А вот армия их изменит. Они будут смотреть на это по-другому. Это важно? Я считаю, да, это важно. Потому что многие вот такие, которые такой образ жизни ведут, они не думают, что там идет война. Они думают, она же далеко, она же сюда может не прийти, не дойдет. Кто-то воюет, а кто-то ерундой занимается. Я думаю, надо в армию таких. На срочку, в первую очередь. Пускай срочку отслужит. Ему даже срочка поможет осознать все, что происходит. Тепло вообще так чувствуется от народа. Тепло очень сильно чувствуется, поддержка их. Это реально чувствуется. Многие говорят, не могу не спросить как журналист, что не нужно было СВО. Вот ваше мнение, как человек, который побывал там. Ну, так скажем, там такие же люди воюют, как и мы. Такие же. Возможно, может быть, и решили бы там, ну, как-то переговорами какими-то, может быть, я не знаю. Но фашизм есть там. Вот его надо истребить. Он есть. Вот я лично видел портреты этих Бандера, которые вот, где позиции были противника, когда заходили на их позиции. Видел портреты на стенах Бандера, как бы свастики. Даже нашивки отправлял я сюда, чтобы показать. Чтобы показали ребятам то, что фашизм есть он там, на самом деле. И вот его надо уничтожить. Сейчас вы проходите путь тот же, что и проходил в свое время генерал Шаймуратов. Это как-то вот усиливает? Да, это гордость и честь носить имя Шаймуратова, служить в этом батальоне. Это большая гордость, большая честь для меня. Он сделал большое дело, и мы продолжаем это дело. Кто, по-вашему, современный герой? Современный герой, они все за ленточкой, так скажем, современные герои. Я так считаю, это мое мнение. И все, которые здесь находятся на лечении, раненые, вот эти герои для меня. И мне честь с такими людьми рядом находиться.
Это те люди, благодаря которым мы сегодня здесь живем мирно и спокойно. За что вам спасибо. Спасибо вам за поддержку. Хочу воспользоваться моментом. Хочу обратиться к народу. Большое вам спасибо за поддержку, то, что вы делаете, то, что вы отправляете гуманитарку, каждую салфеточку, так скажем, каждый листочек, каждую ручку, все, что вы делаете, спасибо вам большое, искренне, от всех наших ребят. Эдуард Менелбаев, командир 2-го взвода 6-й роты, младший лейтенант, сегодня был у нас в студии. Спасибо. Я напомню, это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.